начались, нас высадили. И там что-то, короче, ничего не видно, куда что привезли, мы не знаем, никто не знает. Я даже не знаю, что куда привезли. И там уже когда-то по лестнице, я помню, что мы что-то по лестнице поднимались. И потом уже, когда этот коридор какой-то провели нас, и там нас в стенке всех поставили, и давай уже бить всех. Всех бить. Там кричали мы все. И все, потом уже, когда уже нас били, да, вот с утра где-то пускай будет с 10, да, до обеда нас били, и вот меня в обеде уже ноги сломали. Били кулаками, ногами, дубинками. Алматыда дайынсыз жоғалған Чолпонбек Сыдықов эки буту қабырғасы сынған авалда табылды. Алматы шарында дайынсыз жоғалған қырғызстандық Чолпонбек Сыдықов табылды. Бұл туралы Акпресс агенттігіне Қырғызстанның Алматыдағы башқы консулы Назарали Арипов білдірді. Буачейін Айгүл Сартбаева соц тармақтағы барақчасында Сыдықов Алматыдағы башаламандықтан кейін қармалғанын жазған. Башқы консул белгілегендей, Сыдықовтың эки буту қабырғасы сынған. Азырынча қанша қабырғасы сынғаны белгісіз. Аны 9 январга қараған түні Алматы-Бишкек жолында қармашқан. Андан соң савап ооруканага жеткиришкен. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулдугу Сыдықовты бүгүн 19 январда Алатау районундагы ооруканадан тапкан. Аны алгач аскерлер кармап, андан соң полиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Андан соң савап эки бутун кабыргасын сындырышкан. Ооруканага жеткиргенден кийин эч кандай маалымат беришкен эмес. Эртең аны Кыргызстанга жеткирүү ишин уюштурабыз. Ал операцияга муктаж. Аны Кыргызстандан тосуп алып, дароо ооруканага алып барыш керек, деди Арипов. Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Уважаемый господин президент, прошу вас разобраться в деле об избиении кыргызстанца Чолпонбека Сыдыкова, который исчез на траектории Алматы-Бишкек. И, как выяснилось, его избили. Сломаны ноги, руки, а также ребра. Его экстренно будут оперировать в Кыргызстане. Почему такая бесчеловечность происходит в наше время? Или они пытаются вас дискредитировать как президента? Я надеюсь на жесткое наказание виновных в рамках закона. Мы своих кыргызстанцев никогда в обиду не дадим. Мы стоим плечом к плечу. Но наши народы всегда были братьями, побратимами, странами, которые всегда сохраняли толерантность. Так давайте сохраним эту толерантность между нашими народами. Прошу вас, не допускайте того, что происходит сегодня. Это уже третий, самый громкий случай относительно кыргызстанцев. А вместе, поверьте, мы настоящая сила. И мы, народ Кыргызстана, не раз доказывали.